Здравствуйте, дорогие зрители! Сегодня Александр Стефанович расскажет нам продолжение. Мы подошли уже, по-моему, к осени. Или так получается? Да, да. Мы уже в прошлый раз мы закончили началом сентября месяца. Ну и теперь мы с вами поговорим об самой операции Курпаты-Юден. Начнем с того, что когда немцы сформировали Айнзац-группу «Б», она планировалась идти на Москву. То есть там были Айнзац-команды, и вот туда вошла группа переводчиков и различных хозяйственных работников. То есть парикмахеры, сапожники, швеи всякие. То есть они были и переводчики, и мастера, которые планировалось обслуживать немцев именно в Москве. Потому что прогнозировали, что Москва будет пустая, кто сбежит, кого убьют. Поэтому вот они набрали с собой приблизительно 7,5 тысяч человек, вот этих хозработников, и не спеша Айнзац-группа шла вслед за линией фронта, потом следом шли вот эти переводчики, ну и прочие работники. Про вот эту группу рассказывал командир партизанского отряда «Ленинец» бригады Дидиколи Иван Харитонович Загороднюк. Мы его фамилию уже упоминали недавно. Вот он вкратце рассказал про эту группу и потом говорит так, что в сентябре месяце 1941 года на перекрестке Логойского тракта и дороги Боровая-Заславль, а также там, где Цнянская улица переходит в полевую дорогу, можно было видеть стрелочные указатели военного типа с надписями на немецком языке «Курпаты-Юден». И вот как он объяснял вот эту надпись: «Кур» по-немецки это санаторное лечение. Ну, если я не прав, можете поправить сразу. «Пате» от слова «крестный отец». Ну, а «Юден» это, соответственно, евреи. Ну и получалось, указатель указывал на место, где крестный отец предоставляет услуги санаторного лечения евреям. Ну или наоборот, или санаторное лечение евреев крестным отцом. Ну и, конечно, соответственно, в роли крестного отца выступали палачи из подразделения СС и СД. Ну а единственный способ лечения это была пуля. Вот. Ну а санаторий это земля на холме в Куропатском, ну или на этой Сергиевой горе, как тогда ее называли. Но наступление немцев затормозилось под Смоленском, и стал вопрос, а что делать с этими 7,5 тысячами евреев? Ну, вопрос, как говорится, не праздный, их же кормить надо как-то. И когда стало понятно, что наступление затормозилось всерьез и надолго, и вот эти 7,5 тысяч евреев, их временно посадили в Варшавскую тюрьму. Ну, нужно отметить, что там евреи были из Австрии, Германии, Чехословакии, Польши. То есть набрали со всей Европы. Сказали, типа, мы будем осваивать новые земли, вы там будете ударно трудиться, типа, вот давайте, езжайте. Ну, и они поехали на заработки. И вот просидели день или два в Варшавской тюрьме. А в Варшавской тюрьме в то время были местные жители, которых немцы уже успели посадить. По разным причинам сажали. Их было порядка 120 человек, местных жителей, которые были в тюрьме. Что делают немцы? Они 2 вагона сажают вот этих славян, местных жителей, и везут в Минск. В Минске их привозят вот на Куропатский холм, дают лопаты всем, и они начинают очень быстро копать различные, то есть ямы, рвы, там через какое-то время стали прибывать уже вот эти евреи. Второй свидетель, который был, он же участник этих событий, это
Михаил Иванович Поздняков. С Поздняком не путайте только, это совсем другой человек. Так вот, это Михаил Иванович Поздняков, он был бывшим подпольщиком. И когда вот они совершили одну из диверсий, он, его отец, его родственник, их по подозрению вот этой диверсии посадили в Варшанскую тюрьму. Ну и потом всех их отправили в Минск копать вот эти ямы. И вот как он вспоминал, что, говорит, мы копали, ну а вот эти надзиратели, которые стояли, там подгоняли, ну и вот один из этих надзирателей, ну и ругнулся на латышском языке. А этот Поздняков Михаил Иванович, у него мать латышка была. С детства его научила латышскому языку. Ну, этот Поздняков ему и ответил, этому латышу, на латышском языке. Ну, типа, потом познакомились, когда прошло некоторое время, этот латыш говорит Позднякову: мы все равно вас всех расстреляем, нам свидетели не нужны. Поэтому, говорит, я тут поговорю с надзирателями, другими охранниками, если вам поднимут проволоку, и вы там прошмыгнете, и уйдете с охраняемой территории и убегаете, пока живы еще. Через некоторое время начали прибывать вот эти евреи. Шли колонны и со станции Минск-Товарная. То есть там на станции Минск-Товарная стояло порядком 80 вагонов теплушек, где были вот эти евреи. И вот колонна, она растянулась, ну, то есть ни конца, ни края ее видно не было. Но впереди шли раввины, а сзади уже вот все евреи. Новицкая Надежда Станиславовна, прошлый журналист, редактор Госрадио «Панорама». В октябре месяце, мама говорит, сарафанное радио донесло, что несколько дней стоят в теплушках забитые люди, которые к теплушкам никого не подпускают, даже железнодорожников, и никто не знает кто. Но так как они приехали из Подорши, то все решили, что это все еще пленные наши, красноармейцы. Мама с бабушкой каким-то образом им передала сарафанное радио, что они отпустили и идут колонны. И они добежали до пивзавода. И всегда по Баумана вели их. А там трамвай ходил. Вот. А в последний момент смотрят, они повернули голову с этого моста, с ними ведут по Богдановичу сегодня, да. Ведут. И повели прямо. Короче говоря, мама, когда с бабушкой были, бабушка стала с одной стороны, мама стала с другой стороны, чтобы видеть папу, папа идет или нет, потому что никто ж не знал, он попал в плен или нет. Вот. И идут, говорит, гражданские, все в шляпах такие, котелки у них одеты. Впереди шли мужчины, раввины и уважаемые люди. Не было детей. Были только 14-летние и старше. А этих не было. И повели их куда-то прямо, вот по Максима Горького, куда дальше, они не знают. Что поразило маму и бабушку. Первое, что охраняли их немцы. Очень мало было немцев. А колонна была очень большая. Они уже поравнялись здесь, а кто-то еще был, только поднимался в гору там от моста, около второй больницы. И бабушка все время говорила уже при мне, ну почему они не разбежались? Ну, кругом развалины. Ну, бежали бы, ну хоть кто-то бы спасся. И что еще поразило, мама и бабушка схватили, ну, что было в доме, вареная картошка.
схватили вареной картошки и бросили. Никто ее не поднял. Все знали, куда их ведут, наверное. И обходили, не топтали. Обошли, и она так и, пока вся колонна не прошла, естественно, с последними ехали наши полицаи, которые уже были полицаями с лопатами на телеге. На телегах, не одна была. И человек 5 вот немцев, может 6, ну может 7. Ну, вам, вот я говорю то, что мне передали. Мы с вами рассматривали, как расстреливали в июле, в августе, в сентябре. Там людей возили именно на стрельбище. С восточной стороны на этом стрельбище они стояли под охраной. Все, как говорится, вопросу нет. Но здесь 7,5 тысяч человек, чтобы расстрелять за один день, это невозможно сделать. Поэтому их нужно было где-то охранять. Немцы решили усовершенствовать схему расстрела. В северо-западной части была вырыта земляная тюрьма. До войны там был небольшой карьер. И вот вырыли тюрьму земляную. Приблизительно, суммарно она вышла около 50 метров в длину, где-то метров 15 в ширину. Ну, может 15, может 12. У меня просто рулетки так вот нету, электронной померить. Ну и глубина где-то была, ну, в районе 4 метров. В этой тюрьме было 4 отсека. У официальной версии вот это место написано на карте, изрыто. Вот когда взять карту Института истории, там написано «изрыто». Кошман, когда писал статью, он писал карьер, либо овраг. Ну, овраг он не может быть, потому что овраги такой формы не бывают. Но в реальности карьер – это место для добычи полезных ископаемых. То есть, если роют карьер, значит, все, песок должны куда-то увозить. Здесь же порядка, там, более 1000 кубометров песка лежит просто с краю. Гора насыпана вдоль вот этого всего, всей этой ямы. Там содержали вот этих евреев. Для того, чтобы они не убегали оттуда, все это место было обнесено 2 рядами колючей проволоки. Конец ее вот ограды был заостренный, и именно был в направлении вот этого Куропатского холма направлен. И судя по остаткам пулеметных точек, которые там находились, скорее всего, там был выход, оттуда выводили евреев, и по тропе они как раз шли на расстрел. Для того, чтобы можно было содержать вот этих евреев ночью, была построена недалеко от этого места прожекторная станция. То есть прожектор освещал эту земляную тюрьму, он же освещал холм Куропатский, и это позволяло проводить расстрелы, ну, почти что круглосуточно. То есть подсветка есть, темнело быстро, поэтому это было все очень кстати. Значит, в чем состоит вот этот иезуитский смысл вот этой тюрьмы? В том, что люди стояли плотненько друг к другу, они там с трудом могли пошевелиться, стояли без воды, без еды, на открытом воздухе, потому что никакой крыши не было. Дождь, снег, а осень была ранняя тогда. Хочешь сходить по нужде, вот под себя ходи. Ну и плюс ко всему они слышали крики, вопли своих соплеменников, которых расстреливали в нескольких сот метрах от этой земляной тюрьмы. И вот когда человек так вот стоит день-два, у него начинает подавляться любая воля, любое стремление к жизни. То есть человек превращается морально в овощ, ну или, как говорится,
безвольное существо. И для такого человека смерть это является как избавление. И их главная цель была выйти с этой тюрьмы, своими ногами дойти на холм и лечь в яму. В принципе, то, что немцам и нужно было. Вот это вот смысл вот этой земляной тюрьмы, для чего она, в принципе, как одна из функций. Не только чтобы равномерно расстреливать людей, но именно чтобы подавлять любую волю к свободе, попыткам сбежать. И сколько я не читал материалу, все указывали, что никто даже и не пытался с евреев куда-то убежать. Насколько четко работала вот эта система расстрела. Когда вот Поздняков рассказывал о том, как это происходило, вот он с латышом разговаривал, латыш говорит, ну, вас все равно убьют. Латыши сократили курпаты юден до слова куропаты, чтобы легче произносить было, чтобы легче не заморачиваться вот этой длинной фразой. Вот такая вот была разгадка термина куропаты. И все то, что писал Поздняк, там курослепы какие-то, цветочки всякие, все это ложь и не более того. Все это притянуто за уши, да. Да, это все притянуто за уши. Ну вот, собственно, такая была операция. И, собственно, вот оттуда и пошло название слова «куропаты». Теперь еще что хотелось бы отметить. Раньше, когда мы обсуждали эту тему, у нас было стрельбище, на которое людей проводили и тут же расстреливали. Это было место расстрела. А лагерь – это тогда, когда человек хотя бы один раз переночевал. Это лагерь. Так вот, с момента того, как выкопали земляную тюрьму, вот эти куропаты из места расстрела превратились в лагерь смерти. Это вот, грубо говоря, конец сентября месяца до декабря это был лагерь смерти, который предшествовал Тростенцу. Потому что потом, когда уже стал вопрос об окончательном решении еврейского вопроса, вот тогда понадобилось уже и более обширное место для расстрела, и более совершенные технологии для расстрела, логистика понадобилась совсем другая, потому что куропаты в основном ходили пешком, колонны гнали, а тут много не пригонишь. А в Тростенце уже была подведена железная дорога, и там можно было расстреливать, уничтожать людей неограниченно. Ну вот, как-то вот такая вот была операция немцев. Я думаю, ну, как-то хорошо. так вот. Спасибо. Тогда будем ждать следующее продолжение. Все тогда. До свидания. До новых встреч.